إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мы приступаем к изучению новой главы в Китаб аль-Джами, книги об общих предписаниях. Эта глава посвящена удержанию от плохих нравственных качеств. Бабу таргиб мин масавиль ахляк. Всякое дело становится полным при наличии, как мы всегда говорим, отрицания и утверждения. Поэтому уляма, ученые, они, да смеются над ними Аллах, отводят место, отводят главу, посвященную таргиб, то есть чему? Побуждению, и главу, которая посвящена чему? Наоборот, удержанию, устрашению. Для чего? Для того, чтобы поведение человека и нравственность человека стала полной, совершенной. Хорошо? Потому что ахляк, то есть нравственные качества, делятся на два вида. Нравственные качества, которые являются похвальными, теми, к которым нужно побуждать. И наоборот, теми нравственными качествами, которые являются порицаемыми, от которых нужно удерживать, в отношении которых нужно устрашать, предостерегать от них. Вот эта глава Бабу таргиб мин масавиль ахляк, то есть глава о чем? Устрашении для удержания от чего? Плохих нравственных качеств. Аль-ахляк. Аль-ахляк — это множественное число слова хулук. Хулук. Что такое хулук? Есть хальк, есть хулук. В чем отличие? Хальк — это внешний образ, внешний облик человека, а хулук — это его внутренний облик, внутренний образ. Среди внутренних нравственных качеств, то есть, да, среди них есть что? Те, которые являются похвальными, и есть те, которые являются порицаемыми. И первый хадис, который приводит здесь шейх, рахимахуллаху та'аля, ан Аби Хурейрата радиаллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. Остерегайтесь зависти. Это Абу Хурейра, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: остерегайтесь зависти, потому что зависть, она съедает добрые деяния, благодеяния, так же, как огонь съедает дрова. Хадис привел Абу Дауд. В Ибн Маджа есть подобный хадис, который приведен от Анаса. Относительно достоверности этого хадиса шейх Аль-Альбани и другие указывают на наличие слабости в иснаде этого хадиса. Но хадис этот подтверждается, смысл, вернее, его подтверждается некоторыми другими хадисами, о которых мы скажем позже. Итак, разберем этот хадис. Сказано «Иякум аль-хасад». «Иякум аль-хасад». Это предложение является предостерегающим. То есть предостережением. «Иякум аль-хасад» буквально означает «Ухаззирукум аль-хасада». Я вас предостерегаю от зависти. Но «Иякум» это местоимение, относящееся к тем, кого предостерегают, оно вынесено куда? Вперед. Для чего? Для чего? Чтобы подчеркнуть важность этого вопроса, что нужно остерегаться зависти. Остерегаться зависти. Что такое зависть? Что такое аль-хасад? Аль-хасад, говорят ученые, это желание человеком ухода милости Аллаха субхану ва тааля от кого-то. Желание человеком ухода от кого-то милости Аллаха субхану ва тааля. То есть человек желает, чтобы милость, дар от Аллаха, который есть у кого-то из людей, чтобы Аллах убрал эту милость, убрал этот дар от этого человека. При этом может он желать, чтобы эта милость перешла к нему самому. Или может желать, чтобы перешла кому-то другому, от этого человека кому-то другому перешла. Хорошо? Таким образом, можно сказать, что три
вида, да, может быть, зависти. Когда он желает, чтобы эта милость перешла к нему самому. Или эта милость перешла от этого человека к какому-то другому человеку, чтобы она ушла просто от того человека. Не к нему, а чтобы она просто что? Перешла куда-то, ушла. Понятно? Все это относится к зависти. Вот такое определение зависти, оно известно у большинства ученых, а именно, что это желание, что ухода милости от кого-то, при этом либо к нему самому, либо что, кому-то другому и так далее. Это такое определение. У шейха ислам ибн Таймия, у него есть несколько другое объяснение зависти, определение зависти, и оно на самом деле является более точным. Если это определение, что в нем сказано, желание ухода милости, да, от кого-то, милости Аллаха Субхану Тааля, то его определение зависти карахату ни'матилляхи аля гайр. То есть нежелание или неприязнь, ненависть человека к тому, что у кого-то есть какая-то милость от Аллаха. Это более точное определение. То есть он не то, что он желает, чтобы эта милость ушла, ему просто не нравится наличие милости Аллаха у этого человека. Хорошо? Что кому-то дал Аллах Субхану Тааля эту милость, ему это что не нравится. Вот это определение, оно более широкое, чем вот то первое определение. Если ты видишь, что твоя душа не любит, ей не нравится, что Аллах Субхану Тааля дал кому-то другому, не тебе, какую-то свою милость, будь то знание, или будь то деньги, имущество, будь то нравственность хорошая, будь то здоровье, будь то дети и так далее, если тебе это не нравится, если это беспокоит твою душу, царапает твою душу, то знай, что значит в тебе присутствует зависть. А это страшная болезнь. Поэтому ты старайся избавиться от этой болезни, и есть способы исцеления от этой болезни, но во что бы это ни стало, нужно избавляться от этого недуга, ни в коем случае не смиряться с ним. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Ниса, «Валя татаманну ма фаддаля Аллаху бихи ба'дакум аля ба'д». Не желайте того, посредством чего Аллах почтил одних из вас перед другими. «Лирриджали насибу мимма ктасабу». Мужчинам доля от того, что они приобрели. «Валинниса насибу мимма ктасабу». Женщинам доля от того, что они приобрели. «Вас'алюллаха мин фадли». И просите у Аллаха Его милости, Его щедрот. То есть не желай, чтобы эта милость перешла к тебе. Ушла от того, перешла к тебе. Зачем тебе так желать? Если ты хочешь себе это благо, Аллах Субхану Тааля щедрый, Аллах Субхану Тааля великодушный, проси у Него, Аллах богатый, проси у Него. Тот, который дал тому человеку, он способен дать и тебе также. К чему твоя зависть тогда? И сказано, «Фаинну якулу хасанат, кама такулу нару хатаб». Она, зависть, съедает благие деяния, как съедает огонь, дрова. Этот смысл подтверждается другим хадисом. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, это достоверный хадис, «Дабба илейкум да'уль умами каблякум», пришла к вам, подступается к вам болезнь, которая была присуща тем, которые жили до вас. Аль-хасад валь-бахба. Зависть и ненависть друг к другу. Зависть и ненависть. Из зависти вытекает что? Ненависть. Из зависти вытекает ненависть. Валь-багдау халика. И эта ненависть, она сбривающая. Ла акулу тахлику шар. Я не говорю, что она сбривает волосы. Валякин тахлику дин. Но она сбривает религию. Аллаху акбар. То есть зависть, вытекающая из нее, что? Злость, ненависть. Эта злость, ненависть сбривает религию человека, как сказано в этом сообщении, съедает благие деяния, как съедает огонь, дрова.
Мы знаем, что если бросить дрова в огонь, что останется от этих дров? Пророк алейхиссалату вассалам сказал, во-первых, что нельзя завидовать, а потом разъяснил, почему. Потому что это грозит тебе чем? Уходом того хорошего, что ты совершаешь, уходом этого, ты лишишься этого из-за этой зависти. Да, зависть, у нее очень много вредных последствий. Поэтому и сказано здесь, если кто-то спросит, а как это так, уходят благие дела через зависть? Да, уходят, потому что есть много вредных влияний у зависти, поэтому и уходят благие дела, теряются из-за вот этих вредных влияний. В частности, первое, это что? Человек, когда он завидует. Если он соберется, объективно посмотрит на это чувство, то это чувство, что это такое? Это не что иное, как возражение на самом деле Аллаху Субхану ва Тааля. Это возражение Его мудрости, возражение Его предопределения. То есть тебе не нравится то, что Аллах Субхану ва Тааля дал тому или иному человеку что-то, не тебе. Это возражение Аллаху Субхану ва Тааля. Почему тогда удивляешься, что это сбривает религию, что это уничтожает благие деяния? То есть ты как будто говоришь, что Аллах, почему ты ему дал это? Он не заслуживает этого, я заслуживаю это. Возражаешь предопределению мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. Дальше. Почему еще съедает благие деяния, как огонь съедает дрова? Какие еще вредные последствия зависти, аспекты? Как правило, если человек завидует кому-то, как правило, это не обходится без посягания на этого человека. Посягание на этого человека без права. Посягает по-разному. Либо посягает языком своим. То есть, если он завидует, то, как правило, языком своим про того человека говорит что-то, что является посягательством на честь того человека. Или не языком, иногда действиями делает что-то, чтобы вредить тому человеку, чтобы ушла эта милость от того человека. Поэтому, конечно, это способствует чему? Лишению им его деяний, которые он совершает, благих деяний. Еще почему зависть уничтожает благие деяния, лишает человека благих деяний? Да потому что, посмотрите на состояние человека в момент зависти. Если человек завидует, если он мучим завистью, что бывает? Его душа, она все время чувствует тяготу, она в беспокойстве, она не находит себе покоя. Даже человек, если он завидует, его беспокоит, почему тому дано это, почему у него есть этот бизнес, почему у него богатство есть, почему у него есть дом, почему у него есть знания, почему увеличивается его знание, почему увеличивается его достаток. Это все время беспокойство. Это все время тревога внутренняя. Человек, он не может спокойно даже есть и пить иногда, и спать не может спокойно. Просыпается и гложет его эта мысль, эта зависть. Хорошо? А если он так все время находится в таком состоянии, особенно когда милость увеличивается у того человека, он завидует, а у того все больше и больше этой милости от Аллаха Субхану ва Тааля. Это прибавляет ему все время тягот, забот, переживаний. А мы знаем, что если есть такие заботы, это к чему ведет потом? Это ведет к зажатости внутренней, что у человека потом сердце не раскрывается для совершения благих поступков. Он же занят этими мыслями, это его отвлекает и не дает ему совершить то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Вместо того, чтобы совершать угодные Аллаху Субхану ва Тааля поступки, он занят вот этими вот переживаниями, тяготами, они сжимают его сердце, не дают ему заниматься этим. Даже человек, Субхану Аллаху, может, совершая намаз, при этом сердцем думать, что вот Аллах вот этому человеку, которому он завидует, дал что-то из этих милостей. А что это означает, если во время намаза он думает об этом? Что это означает? Что он теряет награду за намаз. Меньше становится награда за его благие поступки. Почему зависть съедает благие поступки? Это один из аспектов, почему съедает благие поступки. Еще почему? Вот человек завидует кому-то, завидует, видит, что не может он угнаться. Хорошо? И видит, что он завидует, а у того все больше и больше, и лучше. И растет он, и милости от Аллаха Субхану ва Тааля прибавляется. К чему это потом приводит? Что этот человек опускает руки. Хорошо?
Если, например, это знание. Кто-то получает знание, он видит, что он его обгоняет, и имеет знание, Аллах Субхану ва Тааля дает ему больше знаний. Потом этот человек опускает руки и говорит, ну что толку, я делаю, учусь, знания получаю, все равно, он, смотри, у меня вот так, а вот они идут вперед, ушли уже вот так, у них получается, а у меня не получается. Я вот мучаюсь, там, тружусь, все бесполезно. Все равно я такой степени никогда не достигну, и прекращает совершать то благое, что он совершал. В частности, например, вот этот поиск знания он прекращает по причине чего? По причине зависти. Она в корне лежит этого. Как часто так бывает на самом деле? Первый, кто проявил зависть из тех творений, которые известны нам, хорошо, это Иблис. Иблис, что толкнуло его, представьте, что толкнуло его на то, чтобы нарушить волю Аллаха Субхану ва Тааля, приказ Аллаха Субхану ва Тааля, поклониться Адаму и поприветствовать Адама. Зависть. Почему он, а не я? Почему он обучен, а не я? Почему ему кланяются ангелы, приветствуют, а не мне? Я лучше, я достойнее, чем он. Он создан из глины, я создан из огня и так далее. Это вот чувство зависти таким образом на самом деле является следованием по стопам Иблиса. Это еще одна причина, почему зависть съедает добрые деяния. На самом деле, конечно, вредных последствий зависти очень много. Зло от зависти очень большое. Нужно избавляться от этого. Лекарства приводятся. Лекарства на это приводят ученые. Прежде всего ты должен понять, потом ты должен действовать. Хорошо? Ты должен понять, что? Ты должен понять, что то, что происходит, это воля твоего Создателя. Воля Господа миров. Почему ты возражаешь ей? Аллах Субхану ва Тааля, Он распределяет между творениями ризк, распределяет между ними знания. Поэтому ты должен удовлетворяться. Проси у Аллаха Субхану ва Тааля милости. Удовлетворяйся тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Будь доволен этим. Кроме того, ты должен понимать, что твоя зависть, она не приносит вреда человеку, которому ты завидуешь. Хорошо. А наоборот, чем больше ты завидуешь ему, если тем более твоя зависть не останавливается только на внутреннем чувстве, но еще это выражается в словах, где-то ты этого человека злословишь о нем, или в действиях как-то вредить пытаешься ему, чтобы остановить эту милость. Вред разве будет этому человеку от этого? Нет, потому что он в данном случае будет мавлюм. Он обижен, а ты кто? Ты залим. Ты себя мучаешь, плюс ты притеснитель. Ты притеснитель, это значит, что твои добрые деяния, благодеяния, они будут переходить к тому человеку. Ты будешь дарить свои добрые деяния этому человеку. А ему ничего. Наоборот, ему лучше. Потому что он мазлюм, он угнетенный. Значит, с ним Аллах. Аллах принимает его мольбу. К нему переходят благие деяния. Увеличивается его милости, а ты что? Ты только мучаешься, мрак, мучения поверх мучения. Зачем тебе этот груз? Если ты поймешь это во многом тебя начнет избавлять от зависти. Другое лекарство — вспоминать о смерти. Субханаллах аль-азим. Сколько бы ни было милости у кого-то земных здесь, на земле, все это кончится. И каждый уйдет из этого мира, и каждый уйдет со своим багажом. Зачем тебе смотреть сейчас, что у того человека есть, если все это кончится? Хорошо? Если все эти блага земные кончатся, думай о своем багаже, с которым ты уйдешь. Очень скоро уйдешь из этого мира. Может завтра, может сегодня. Не привязывайся к этому миру. Не цепляйся за него. Не оседай здесь навсегда. Не думай, что ты здесь будешь долго. Это поможет тебе. Вообще воспоминания о смерти, они, вот эти вот дурные нравственные качества, способствуют их устранению очень сильно. Если человек помнит о смерти по-настоящему, не так языком, да, все умрем, все смертны, да, каждая душа вкусит смерть. Все говорят это часто, но кто чувствует это сердцем? Очень мало людей на самом деле, которые ощутили на самом деле величие, не скажу ужас, но величие этого неизбежного факта, который с тобой случится. Что завтра похолодеют конечности, ты будешь лежать, будет лежать твой труп
и все, уже не нужно тебе ничего из тех благ, которым ты завидовал. Действиями также лечись. Как лечиться действиями? Лечиться действиями это значит идти наперекор тому, что приказывает тебе твой нафс. Хорошо? Ты злословишь об этом человеке где-то, борись с нафсом. Вместо того, чтобы злословить, говори хорошее об этом человеке. Что знаешь о нем хорошего? Он делает что-то, во имя достигает успехов, мучает это твой нафс. Ты говори, маша Аллах, альхамдулилля, Аллах субхану та'аля дал ему ильм. Пусть Аллах увеличит его знание, и наше знание увеличит, субхану та'аля. Говори это, ты увидишь, как это потом будет тушить этот огонь зависти. То же самое действие. Тебе хочется навредить этому человеку, наоборот, делай ему добро. Делай хорошее. Борись с нафсом. Ни в коем случае не иди на поводу у нафса. Кто-то может сказать, ну а как же, человек так устроен, что он хочет благ. Он видит благое что-то у другого, хочет этого. Скажем, это уже не будет зависть. Есть такое понятие, которое называется рибта. Что это значит? Это значит, что если тебе что-то нравится, тебя не злит наличие этого у того человека. Нет. Тебе просто хочется, чтобы у тебя такое было. Это другое. Что тебе мешает просить у Аллаха этого? Проси этого Аллаха субхану ва тааля. Не злись, что это есть у того, а проси этого Аллаха субхану ва тааля для себя и стремись получить это. Ты видишь, что у того человека есть ильм. Не надо злиться, что у него есть ильм. Алхамдулилля, Аллах субхану ва тааля дал это знание этому человеку. Скажи Аллах, Аллах, дай мне знания, позволь мне увеличиться степенью знаний. Учись, получай это знание, уповая на Аллах субхану ва тааля. И это уже в таком случае не будет зависть, это будет что? Это будет рибта, то есть то чувство, которое побуждает тебя делать благое, усердствовать, стремиться, чтобы получить эту милость от Аллаха субхану ва тааля. Ты видишь, этого человека любят люди. И не дает тебе покоя. Но все этого мужчину любят. Или все эту женщину любят, смотри. Вот к ней все в гости ходят, вот к ней или к нему все обращаются за советом, а вот я нет. Меня не любят. Хорошо? И злится человек по поводу того, что так тот человек. Субханаллах алязим. Ты должен, на самом деле, если тебе нравится это, совершай тоже хорошие поступки, делай добро людям, воздержись от зла, от совершения людям зла или плохих слов произнесений. Если ты будешь так обходиться с людьми хорошо, что будет завтра? Завтра будет, что тебя тоже люди полюбят. То есть реши эту проблему таким образом. Это уже будет рибта. То есть если чувство побуждает тебя делать что-то хорошее, чтобы достичь этого блага, которое есть у того человека, то это уже будет что? Не зависть. Это уже будет нечто, что нельзя порицать. Это будет хорошее. Хорошо, это будет уже неплохое чувство. Как в хадисе пророка алейхиссалату вассалам, ля хасада илля фисни. Да? Нет зависти, кроме как в двух вещах. Помните этот хадис? Кроме как в двух вещах. Там речь идет о какой зависти? Что человека злит, что у того человека есть знания, и есть имущество, которое расходит на пути Аллаха субхану ва тааля. Нет. Здесь это не такой вид зависти. Это пророк алейхиссалату вассалам говорит, зависть в этих вещах допустима, имея в виду, что? Чтобы стремиться к этому. Прося милостью Аллаха субхану ва тааля, это что касается данного хадиса.